Мы рады приветствовать вас в стенах обновленного здания Национальной библиотеки. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста, кто маски не надел, наденьте их. Сегодня вы пришли на лекцию практикующего психолога, психотерапевта, мастера йоги и медитации Регины Кулигиной. Лекция у нас проходит в рамках лектория «Нескучный научпоп». В этом лектории мы приглашаем специалистов из разных областей, которые доступно и интересно рассказывают о науке, которую можно применить в обычной жизни. Сначала предлагаю познакомиться, учитывая, что здесь я вижу лица, которых я не знаю, поэтому немного расскажу о себе, как я тут оказалась, да, почему я веду такую лекцию. Меня зовут Регина, да, я по образованию по-первому социальный антрополог. Может быть, кто-нибудь слышал это прекрасное слово антропология, но не знает, про что это. Да? Это наука о человеке, да? О духовной, культурной составляющей, как образуются расы, да? О менталитете, вот такие вот моменты. Вот поэтому первое образование социальный антрополог, по второму социальный психолог. Вот. Естественно, что важно сразу прояснить, кто такой психолог, психотерапевт и психиатр. Нужно? Мне кажется, такой важный момент, да? Если вы будете так откликаться, будет еще лучше, да? Я, конечно, постоянно веду разные занятия, но обычно мы там закрытыми глазами. Молчим. Вначале, во всяком случае, да? Итак, кто такой психолог? Шутить тоже можно, Настя, может, да. Кто такой психолог? Психолог – это человек, который закончил какое-то высшее учебное заведение, да. Наша УДГУ, например, да, где я училась. Что может себе позволить психолог после такого университета? Работать в школе психологом, в организации, да, в каких-то социальных учреждениях. И, в принципе, может оказывать консультационную помощь. Что это значит? Вы можете к нему обратиться за консультацией, и он вам просто расскажет о том, что он знает в сфере психологии, просто потому что обладает большим количеством знаний. В принципе, на этом, в общем-то, и все. Да? Чаще всего на этом все заканчивается. Если школьный психолог он есть, он в первую очередь, конечно, для учреждения, да, он может что-то подсказать родителям, может подсказать ребенку что-то, да, но это не будет длительной терапией. Это что касаемо психолога. Далее, кто такой психотерапевт? Психотерапевт – это человек, который уже получил психологическое образование высшее, да, но после этого пошел учиться какое-то специализированное, психотерапевтическое какое-то направление. Да. У нас сейчас есть 3 направления, самых известных – это гештальт-подход, это КПТ, да, ну, естественно, что есть психоанализ, но в чистом виде он уже постепенно устаревает. Хотя не буду говорить про всех психоаналитиков, ни в коем случае, люди сейчас очень многие интегрируют, комбинируют разные направления. Но такое из самого известного вот эти 2 направления. Да. Естественно, что вы, наверное, слышали про такие техники, как транзактный анализ, да, может быть, вот, телесно-ориентированную терапию. Но если нужно, я об этом порядочку потом расскажу. Итак, психотерапевт – это человек, который прошел сам через изменения. То есть это примерно также 5-6 лет, ну, в зависимости от направления и школы, когда он проходит личную терапию, да, то есть это встреча с психологом еженедельно для проработки своих личных травм, да, каких-то проблем, сложностей, да, и проходит через изменение своей личности. Это в групповом формате, в личном формате. Естественно, что там лекции тоже есть, но по большей части психотерапия – это именно обучение через изменение себя, да, чтобы потом такой человек мог провести через изменение другого. В общем-то, слово терапия, оно и переводится как уход и лечение. Да. Что касается психиатрии, да, психиатр – это человек, который имеет медицинское образование. Бывает такое, что человек пошел по медицинской ветке, но потом там дополнительные курсы прошел, 3-месячные, например, какие-нибудь, и стал психиатром, психотерапевтом. В каком случае обращаться нужно к психиатру? Да? В том случае, если есть какие-то ярко выраженные, допустим, признаки депрессии, да? Если человек уже сам не справляется, да? И нужна именно фармакология, то есть дополнительно, чтобы человек проконсультировал вас, нужно ли принимать какие-то медикаменты. Но чаще всего мы к ним обращаемся не еженедельно за помощью, да, вот, обратились, да, для постановки анализа, ну, диагноза получается, и прописывания фармакологии, через какое-то время, там, опять через месяц или через 2 повторно.
Но про психиатров я, так скажем, отдельно не буду рассказывать, так как я им не являюсь, я являюсь именно психотерапевтом. Вот. Когда нужно обращаться к психотерапевту? На самом деле, в любой ситуации, любому человеку это было бы полезно, да? Но психотерапия, еще раз, предполагает еженедельные встречи, да, и изменения личности, обретение определенных навыков. Вот. Поэтому я являюсь психологом по образованию, да, высшему, и психотерапевтом в гештальт-подходе. Да. Уже более 6 лет я, получается, учусь именно уже после института на гештальт-терапевта, и сейчас еще и на супервизора. Супервизор – это человек, который может консультировать не только клиентов, которые обращаются за помощью напрямую, да, но и других психологов, психотерапевтов, которые консультируют уже людей. Вот. С этим вроде разобрались. Какие-то вопросы есть вот по этому моменту? Психолог, психиатр, психотерапевт, психоаналитик. А все остальное уже, любые какие-то подразделения, это касаемо уже именно, так скажем, самого направления. Там, телесно-ориентированной терапии, как, например, я говорила вам. Да? Ну так вот, далее, я еще являюсь тренером по йоге. Уже больше 15 лет я практикую йогу сама, больше, получается, 10 лет преподаю йогу, медитацию. У меня комбинированный подход, то есть я не отношу себя к какому-то отдельному направлению, потому что их тоже очень много. Да? Для меня йога, она про одно, так скажем, про, опять же, изменение своей личности, про создание новых навыков, да, умение, так скажем, справляться с разными жизненными ситуациями и сохранять внутреннее спокойствие, если так вот общими словами сказать. Но далее я тоже это просто проясню. По поводу там, практики, опыта работы в психотерапии точно так же. Все время, пока находилась на обучении, естественно, все это время вела частную практику и продолжаю ее, в принципе, далее и вести. Вот. Ну что, переходим к самой теме. Понятие IQ, EQ, вернее, и психосоматики. Сразу разберемся, да, что у нас такое вообще эмоциональный интеллект. Да? Многие слышали это слово. Да? Вообще это сумма навыков и способностей распознавать эмоции, да, понимать намерения, желания, да, мотивацию, прежде всего свою и, естественно, других людей. А также умение эти эмоции, так скажем, удлинять во времени. Ну, допустим, радость какая-то наступила, вы можете ей поделиться с кем-то, включить какую-то позитивную музыку, вы таким образом эмоцию продлеваете. Или, наоборот, укорачивать проживание той или иной эмоции. Это все тоже относится к EQ. Вообще считается, что EQ, оно даже иногда бывает в плане успеха, например, важнее, чем IQ. Почему? Потому что человек, у которого высокий IQ, не факт, что достигнет успеха, если он не может научиться взаимодействовать с людьми. Вот такой вот есть, да, факт реальности. А человек, который с высоким EQ, да, такой человек может достичь успеха более вероятно, даже если у него не такие высокие показатели IQ. Ну, конечно же, это не нужно делать вывод, что EQ важно, а IQ нет. Естественно, что нам важно развивать и то, и другое. Вот. Значит, что у нас относится к EQ? Это само по себе восприятие эмоций. Да. Само восприятие эмоций. Это способность вообще распознавать свои эмоции и чужие. Если вы на мой инстаграм подписались, я уже в сторис там выложила сейчас картиночку, где написан список всех эмоций, чувств, можно с ними ознакомиться, посмотреть, да? Часто ли вы употребляете вообще эти слова, да, там, я расстроен, или я вот, например, волнуюсь сейчас, вот стою, вот волнуюсь, да, вот, взволнована. Далее. Второе – это использование эмоций для стимуляции мышления и мотивации. Мне кажется, мне нужен еще один маркер. Мне кажется, перестанет писать через какое-то время. Вот. Естественно, что для стимуляции, опять же, мотивации, в том числе, вот, например, эта встреча. Да? Возможно, осознанно или неосознанно мы все равно хотим себя на что-то замотивировать, да? На какое-то изменение, может быть, пойти все-таки на терапию, или, может быть, начать как-то иначе с людьми взаимодействовать, что-то почитать, может быть, куда-то, может быть, съездить на какой-то ретрит. Да, мы хотим себя как бы замотивировать тем самым. Вот, поэтому использование эмоций для стимуляции мышления – это второй момент, в который входит понятие EQ.
третье – это само понимание эмоций. Под пониманием имеется в виду, что это способность вообще определять причину возникновения той или иной эмоции, да, распознавать связь между вашими мыслями и теми эмоциями, которые возникают. То есть иметь возможность предсказывать возникновение эмоций, когда вы можете подумать, да, вот я с этим человеком поговорю, и скорее всего он будет вести себя так, и я скорее всего испытаю вот это, да, так скажем, прогнозирование, да. Дальше интерпретация ваших эмоций в отношениях, да, когда вы объясняете себе, почему я именно так реагирую, когда общаюсь с этим человеком. И понимание вообще сложных чувств, потому что чаще всего мы испытываем не какое-то одно чувство, вообще испытывание одного чувства чаще всего называется аффектом, да, когда нас прям вот захватывает одно единственное чувство, а все другие куда-то деваются. Мы одновременно к человеку можем испытывать и злость, и любовь, и сострадание, в то же время можем испытывать отчаяние. Часто так бывает, что мы испытываем противоположные друг другу чувства, и это так называемые амбивалентные чувства, да, которые могут нас буквально как будто бы разрывать на части. Вот, поэтому все это очень важно, и естественно, что где этим можно, ну, так скажем, заниматься, этой интерпретацией, проговариванием, да, это либо в отношениях с вашими близкими, либо самостоятельно, да, о чем я буду далее рассказывать, либо, естественно, опять же, с психотерапевтом. Дальше, четвертое, это у нас управление эмоциями. Управление эмоциями. Сюда уже относится именно способность, как раз, как я говорила, пробуждать, да, направлять свои эмоции или создавать эмоции у другого человека. Да. Это когда мы, например, ездим на какие-то тренинги, мы туда съездим, да, прям так вдохновимся, наполнимся прям мотивацией, разные эмоции, прям уверенность у нас возникает. Вот именно для этого мы туда и ездим, да, чаще всего. И вот эта способность укрощать, удлинять эмоции, это все тоже относится к EQ. Если коротко, то можно назвать их еще по-другому, как самопознание, саморегуляция, да, и мотивация и эмпатия. В общем-то, вот эти вот 4, так скажем, умения, да, и приводят к тому, что мы можем сказать о человеке, что он обладает высоким EQ. Ну и тут можно, в общем-то, сразу же задать себе вопрос, как этим можно заниматься? Как можно развивать в себе саморегуляцию, эмпатию, мотивацию, самопознание? Какие у вас есть варианты? В какой повседневной деятельности мы можем свое EQ именно повышать? Можем своими эмоциями регистрировать, называя их, или, допустим, по шкале их оценивать какой-то. Да, да, все верно. Мы можем идентифицировать, то есть учиться именно идентифицировать свои эмоции, да? Вот, то есть вот эти вот все процессы самопознания, саморегуляции, мотивации и эмпатии, их очень сложно нам развивать. Почему? Самостоятельно. Потому что у нас это просто не принято. Ну вот в культуре, ну по-честному, да. В детстве чаще всего оказывалась именно забота, если вообще оказывалось. Очень много историй, когда, естественно, даже и этого не было, да, когда были какие-то травмирующие ситуации. То есть почему у нас низкий вообще EQ, да, потому что все идет, как говорится, из детства, да, и если родитель оказывал, например, просто заботу, напоил, накормил, одел, там, не знаю, вызвал врача, если нужна медицинская помощь, но при этом не разговаривал, не спрашивал ребенка, а что ты чувствуешь, а вот сейчас, когда ты так делаешь, я испытываю то-то, а когда вот ты сейчас так отреагировал, это называется вот так-то, да, то есть не развивается эмпатия, если таких разговоров, например, в вашей жизни не было. Очень многие с родителями вообще не общаются, или сложные отношения, да, когда просто нет возможности даже проговорить, да, что вы чувствуете. Естественно, что касается мотивации, точно так же. На нас очень сильно влияет окружение, да, и у нас мотивация обычно «иди
заработай, напрягайся, ну, как бы все стандартно, да. Естественно, что если этого в культуре нет, то это нужно искать где-то самостоятельно, то есть создавать. Вообще основной идеей этой лекции сегодня у меня было про то, чтобы, так скажем, у всех появилось осознание того, что психиатр это, вернее, психология, психолог, психиатр, психотерапевт это не что-то такое ужасное, страшное, когда нужно идти туда только тому, у кого уже проблемы с шизофренией, уже какие-то странные поступки, поведение, да, а это то, что нам нужно на самом деле почти всем. Да? Вот, не хочется, чтобы это выглядело такой чистой пропагандой психотерапии, да? Но я буду это понятие разъяснять. Итак, так как у нас в детстве этого не доставало, да, то есть чаще всего ребенок занимается, там, не знаю, уроками, ему говорят, будешь хорошо учиться, не будешь дворником, будешь хорошо жить, да, то все это нам, как взрослым осознанным людям, сейчас нужно восполнять самостоятельно. Вот, примерно так. По EQ вопросы какие-то есть? Понятно, что такое EQ, на чем оно базируется? Понятно, да? Перейдем тогда к следующему понятию, да, психосоматики. Итак, психосоматика. От греческого психо – душа, да, в общем-то психолог – это тот, кто работает с душой, да. Сома – это, естественно, тело, да, то есть душа в тело, да. Это влияние психологических факторов на физическое состояние, да, здоровье, естественно, возникновение, течение и исход любых телесных заболеваний, проявлений, да. Примеры психосоматики – это мигрень, да, это, например, высокое артериальное давление, язва. Вообще, конечно, можно открыть Википедию, там даже будет 12 основных заболеваний, которые относят только чисто к психосоматике, потому что у медиков нет объяснений причин возникновения той или иной болезни. Но мне бы хотелось, как человеку практикующему, как-то с вами поделиться, так, чтобы не пришлось открывать Луизу Хей, да, поделиться тем, что психосоматика может являться вообще любое заболевание, на самом деле, помимо генетических, любое напряжение мышцы, это тоже все будет психосоматикой. Да? И почему она возникает? Будем разбираться с этим. То есть, еще раз, психосоматика – это любое, по сути, любая реакция тела, да, на окружающую обстановку, на какую-то ситуацию. Но у нас с вами есть такая функция отложенной реакции, так называемой. Да? Ну вот, например, я сейчас нахожусь перед вами, мне нужно быть сосредоточенной, сфокусированной. Да? А, к примеру, если бы до 5 минут до нашей с вами лекции мне позвонили, сообщили о каком-то неприятном, очень тяжелом событии, естественно, что у меня возникла бы эмоциональная реакция. Но я бы, например, поняла, что я не могу сейчас там оказаться, там, не знаю, не могу сейчас оказаться там, рядом с девушкой, например, в больнице, да, я не знаю, он уже там в реанимации, например, или еще что-то, к примеру, я говорю, да, и тогда я понимаю и принимаю решение, что, или там я в другой стране бы находилась, как вариант, да, я принимаю решение, что сейчас мне нужно собраться, эту эмоцию не испытывать, да, там страх, переживание, сострадание по отношению к той ситуации, о которой мне сообщили, например. И я ее как бы откладываю куда? В тело. Почему в тело? Потому что любая ситуация, она у нас вызывает и телесную реакцию тоже. Потому что уже было доказано, тоже исследования проводили, да, что прежде чем мы осознаем, что мы почувствовали, что вообще произошло, тело уже отреагировало. Нас уже бросило в пот, у нас уже покраснели там уши, щеки, да, у нас уже напряглись мышцы, произошла мобилизация, да, и естественно, что раз у нас такая функция есть, то мы так можем делать, да, откладывать переживания, эмоции на потом. Но почему возникает хроническая психосоматика? Потому что мы этой функцией злоупотребляем. То есть, как было бы в норме? В норме, например, я отложила какую-то свою эмоцию, да, на потом. Но после этого, когда я понимаю, что я ее не прожила, мне нужно создать какую-то ситуацию, в которой я смогу это сделать. Да? То есть я могу пойти к какому-то близкому человеку и с ним обсудить свои чувства. Да? Я могу обратиться к психотерапевту целенаправленно для того, чтобы разобраться и прожить, что же со мной такое произошло. Да? Но как это обычно бывает с друзьями, близкими, подругами, там, да?
Они нам говорят, не переживай, ничего такого не произошло. Да ты чего, расслабься, поменяй сразу к этому отношение, да? И тогда это самое чувство, которое у нас как энергия пустилось в тело, в виде, допустим, я не знаю, в руки ушло напряжение, возникает напряжение длительное в руках, и тогда начинают там болеть плечи, например, да, или кисти, еще что-то. На самом деле я не рекомендую читать там Луизу Хей, вот это вот все, когда колени, там это эгоцентризм, там поясница, это про деньги, там все, что связано с грудной клеткой, это обязательно обида и нелюбовь. Да. Это, конечно, есть закономерности. Ну, есть, по-честному. Но если мы будем реагировать на это как в линейном таком мышлении, да, что это значит то, это нас не развивает. Кстати, про линейное мышление я тоже, наверное, отдельно сказала. Да. У нас есть линейное мышление и системное мышление. Так вот, линейное мышление его еще называют инфантильный дуализм, когда мы ищем срочно причину, одну, единственную, что я там заболел, потому что, не знаю, на меня накричал там руководитель, например. Да? Это линейное мышление. Оно на самом деле снимает с нас ответственность за все другие аспекты реальности, за все остальные наши составляющие. Да? А состоим мы, естественно, и из... У нас есть ум, у нас есть, естественно, психика, да? И у нас есть, естественно, тело. И если мы не развиваем все три составляющие, мы не уделяем целенаправленное внимание какой-то из этих частей своих, то естественно, что будет возникать, опять же, та самая пресловутая психосоматика. Так вот, линейное мышление – это когда мы «это значит то». Это на самом деле есть то, как формируются наши установки. Только если я буду много работать, только тогда я буду счастлива. Только если 150 человек скажут мне, какой я классный человек, только тогда я поверю, что я действительно классный человек. Если то, если то. Это так, как мы формируем те самые установки, которые нужно прорабатывать, опять же, психотерапевтом, самостоятельно изучать, да, те установки, которые нас ограничивают, да, в нашей жизни. Что такое в этом случае системное мышление? Можно представить, что вот реальность, она как будто много звезд, да? Так вот, системное мышление, линейное мышление, это когда вы думаете, что если вот здесь, то будет вот так. А все остальное не учитывается. А под системным мышлением, когда вы вообще не создаете вот этого всего, вы не ищете какую-то одну схему, да, которая поможет вам там, выживать, чувствовать себя счастливыми, классными, да, чтобы у вас все сложилось в жизни. А когда вы располагаете всеми аспектами реальности одновременно, и в каждый момент времени вы можете соединить в любую фигуру, да, получается, ну, не знаю, например, там, любую звездочку, вы можете использовать любые комбинации, и тогда у вас в каждый момент времени возникает своя уникальная реакция на события. Да? Это так называемое системное мышление, когда мы признаемся, что мир, он полифакторный. Да? Полифакторный, то есть что-то влияет на нас через идеи, что-то влияет на нас через нашу психику, наши чувства, да? Что-то происходит прямиком из тела, там, съели что-то не то, естественно, что возникает реакция, да, это не обязательно, что вы, там, не знаю, плохо о себе подумали в этот момент, да, ну, как бы, идет отовсюду, как бы, воздействие на нас. И тогда очень важно, как бы, переучивать себя, мыслить не в плане, что вот это значит то, а когда вы постоянно творчески, как бы, приспосабливаетесь к реакции, ну, к реальности, да, по-разному на нее реагируем. Итак, значит, если мы возвращаемся к понятию психосоматики, да, как сделать так, чтобы она не возникала? Первое – это осознание. Осознание, что у меня есть какая-то реакция в теле, меня что-то беспокоит, так называемая боль, либо дискомфорт. Если в этот момент залезть в Луизу Хей, открыть вот это значит то на этом обычно все заканчивается. И не происходит от слова ничего. Ну, бывает такое, что мы открыли, нам кто-то сказал, что вот это все-таки потому, что на меня руководитель накричал, и мы как бы осознаем, что да, вот он меня накричал, я решил вот таким образом как бы отомстить или там заболеть, пожалуй, мне нужно пару дней отдохнуть. Хорошо, если человек отдохнет, и у него там симптоматика, допустим, простудная какая-то, там вялость, усталость пройдет.
Но, скорее всего, у него потом через какое-то время возникнет другой симптом, потому что уже есть привычка, да, не переживать. То есть уже если, так скажем, один раз у нас ушло из, так скажем, из осознания как бы в тело, вернее, из проживания оно миновалось и сразу перешло в тело, значит, такая привычка уже есть, такая нейронная связь, такая цепочка уже есть. Так вот, одного осознания мало. Нужно создать новый навык, новую реакцию. Например, представим, что у вас есть кто-то из родственников, кто постоянно жалуется, что вот давление, приедь ко мне, переживаю, там вот не знаю, ой, что-то у меня сердце прихватило, давно тебя у меня не было уже, приезжай, пожалуйста, да? Какой есть это может быть навык? То есть на самом деле у такого человека, да, у такого родственника может быть реально высокое давление, то есть реально нужны медикаменты, нужна помощь. Но на самом деле с точки зрения психики, какой навык нужно такому человеку развивать? Так. Справляться самостоятельно, учиться независимо. Скорее говорить о своем желании. И то, и другое будет верным, да? По сути, научиться просить о помощи, осознавать, что я хочу, что, например, там, не знаю, сын, я хочу, чтобы ты приехал ко мне в эти выходные, потому что мне тебя не хватает. Но для этого нужно что? Возвращаемся назад, да? Нужно, чтобы человек мог воспринимать свои эмоции, мог их осознавать, да, мог понимать их, да, и мог еще ими управлять. То есть мог сказать, что у меня вот есть такое переживание, да, пожалуйста, можешь ли ты ко мне приехать? И тогда появляется возможность договориться. То есть это навык. Не факт, что сын согласится. И тогда понадобится второй навык – справляться с этим как-то самостоятельно. Может быть, я не знаю, попросить о помощи своих там подруг, может начать им звонить, может быть, опять же, обратиться к психотерапевту. Но что касается людей в возрасте, ну, когда уже, например, 60+, да, конечно, менять себя еще сложнее. Ну, как бы очень все устоялось, это должно быть в первую очередь желание самого человека, так скажем, не должно быть идеи, что вот человек должен полностью кардинально измениться. Да? Тут как-то больше все-таки надо в первую очередь полагаться на себя, а не на то, что другой изменится. Ну, это тоже фразу вы, наверное, все слышали, поменяй себя, там вот это вот все. Вот, поэтому нужен новый навык, новая реакция. Естественно, что появляется новая реакция, да, вы начинаете ее пробовать, использовать этот навык, и тогда вы начинаете разговаривать, например, с сыном об этом. Он как-то реагирует, да, потом он, может быть, приезжает или не приезжает, может, вы там куда-то еще обратитесь к кому-то или зачем-то, может быть, вы найдете отдушину в чем-то другом, да, и тогда появляется тот самый новый опыт. То есть у нас происходит как с психосоматикой. Первое – это осознание, да. Второе – это новая реакция, новый навык. Третье – это у нас новый опыт. Поэтому, в общем-то, если коротко сказать, как сделать так, чтобы психосоматика не возникала, нужно осознать, какая потребность у нас есть, да, какое чувство мы не прожили, да, создать новый навык, новую реакцию, естественно, будет новый опыт. В общем-то, это про развитие. Да. Это что касается именно, чтобы она не возникала. Что делать, если она уже возникла? Какие у вас есть варианты? Что делать, если возникла психосоматика? То есть врач сказал... Идти к психотерапевту. Так, да, уже хорошо, отличная мысль, что она уже возникает. Так, еще какие варианты? Физически проработать участки тела. Верно. Угу. Еще. Может, еще какие-то мысли у вас есть? Вообще вернуться в точку, когда возникла реакция, можно и там их проявить. Ну, условно говоря. Иногда это помогает. Да, все верно. Еще бывает такое, что
психосоматика возникает в том месте, где вы вообще отказываетесь этим заниматься. Но это про ответственность, да. То есть, по сути, человек, у которого много психосоматических симптомов, он на самом деле не хочет идти к психотерапевту чаще всего. И это такой вот важный момент. Для этого, в общем-то, мы сегодня здесь собрались, чтобы понять, как оно все устроено, что все равно не миновать. Надо развиваться, надо что-то с этим делать, изучать свою психику, ее устройство, да. Но ключевым моментом является, естественно, человек захотел эту проблему вообще решить. К сожалению, чаще всего нас побуждает к этому именно боль и дискомфорт. Ну так, если у нас психосоматика все-таки возникла, какой у нас план действий? Первое, что мы делаем, это, естественно, обратиться к врачу. Без этого никак. Я одно время вела занятия персональные по йоге в дворике Дворца Президента летом. И вот подходит ко мне мужчина и говорит: ой, девушка, вы йогу ведете, здорово, можно я к вам обращусь? А то у меня жидкость какая-то уже в колене скопилась, я так хочу на йогу, мне надо восстановить, поработать с психосоматикой. Я ему говорю: ой, если у вас жидкость в колене, вам нужно обратиться к врачу, решить эту проблему и потом прийти ко мне. А он говорит: нет, это же психосоматика. Я не хочу идти к врачу, они мне не помогут, предложат мне операцию. То есть я в таких случаях, в принципе, отказываюсь работать с человеком. Поэтому, если у нас даже возникла та самая психосоматика, то есть психические факторы сработали уже на теле, это не отменяет визита к врачу, это не отменяет каких-то конкретных действий относительно нашего тела, я не знаю, таблетку купить, может намазать чем-то, не знаю, может быть укол сделать, я не знаю, прокап, не знаю, что угодно, смотря что. Да? То есть должна быть какая-то помощь. Это особенно в тех случаях, когда уже хроническая психосоматика. Если у вас там просто напряженная мышца, конечно, не нужно новокаина вам ставить, туда сразу же бежать к врачу. Да? Но я имею в виду про хроническую. Второе, что нужно сделать. Все верно, к психотерапевту, либо к телесно-ориентированному терапевту. Кто такой телесник? Да? Не каждый психотерапевт является телесно-ориентированным терапевтом, но в целом любой психотерапевт может работать психикой, поэтому к нему тоже с этим можно. Просто телесно-ориентированный терапевт, да, такая аббревиатура, телесно-ориентированная терапия, это человек, который умеет работать напрямую с симптомом. Да? Как это происходит? Да? Я просто расскажу о том, как происходит такой сеанс, потому что в принципе, наша с вами встреча, она как раз больше такая информативная о том, как это вообще работает. Значит, человек приходит, допустим, и говорит: у меня болит, например, плечо. Да? Я, конечно же, у него спрашиваю, был ли он у врача, была ли какая-то травма, что предшествовало этому заболеванию, как давно оно болит, да? Какие меры предпринимались уже, да? Чтобы понимать, что человек реально готов с этим что-то делать. Да? Далее, что происходит далее? К этому месту, так скажем, может либо прикладываться рука, не прикладываться, это вообще не имеет значения на самом деле. Мы просто начинаем направлять в эту область свое внимание, да? То есть, например, в плечо. Да? И так логическим, линейным мышлением мы не можем с этой проблемой работать, потому что, еще раз, да, она у нас полифакторная, да? То есть мы не ищем, то есть мы вообще, в принципе, отказываемся от идеи, что мы найдем плечо болит потому-то. Вот какую-то одну причину, да, на плечо действует и то, что у нас в голове, и то, что мы чувствуем, и то, что уже в теле происходит относительно, в принципе, этого физиологического процесса. Поэтому с психосоматикой обычно работа происходит в нескольких вариантах. Это на уровне метафор, например, да, когда вы начинаете, так скажем, подключать правополушарное, так скажем, умение воспроизводить какую-то картинку, образ, да, не логику, а именно образ. Если бы можно было психосоматика работать с помощью логики, мы бы тут с вами не собрались, ее бы 100% уже бы все ее порешали. Да? Это не что-то про логику, это именно про наши непосредственные способности ума. Об этом я, кстати, тоже чуть-чуть попозже расскажу. То есть, что такое метафора? Это когда мы это ощущение, да, вот эту боль, которая есть, например, в том же самом плече, да, описываем в виде какого-то образа, будь то пятно, я не знаю, тяжесть, какого оно цвета, да, и таким образом мы, по сути, обходим ум с его попыткой логическую цепочку выстроить, мы через картинку начинаем его как будто бы обходить, и в какой-то момент
всплывает как раз, как вы правильно сказали, да, какое-то событие, в момент которого эта психосоматика и возникла. И ровно в этот момент, когда это событие всплывает, у нас появляется возможность его прожить. То есть поднимаются те самые чувства, которые связаны с этим событием. Их можно проговорить, да, проговорить, естественно. Очень важно, что не просто как бы вылить информацию про эту ситуацию, что вот он сделал то, а я это, а мы вот так не могли разобраться и так далее. А важно идентифицировать, что чувствуете именно вы. И вот тут, если этого навыка нет, да, ну, во-первых, нам, в принципе, этот вот образ, картинку представить, то есть как мы это делаем самостоятельно. Представляете, да, человек такой сидит и думает, так, эта боль похожа у меня, не знаю, на желтое пятно. Так, что же у меня ассоциация вызывает это желтое пятно? Ну, там легкость, или там, не знаю, пчелку, или, ну, как бы, примерно через 2 минуты он подумает, я занимаюсь какой-то ерундой, и просто все это прекратится. Ну, согласны, да, мы вряд ли будем так разговаривать сами с собой, это как-то сложновато. В том случае, если этого навыка нет, да? Поэтому важно проговорить, идентифицировать свои эмоции, да, чувства. Сразу тоже момент такой. Чаще всего эмоции – это реакция на ситуацию, а чувства – это больше про отношения между людьми. Но мы так одним общим словом, как синонимы обычно используем их, да? Впрочем, как психолог или психотерапевт тоже это мы используем как синонимы в целом. Вот. Проговорить, идентифицировать эти чувства, да, и при этом позволять себе дышать, и совершать какое-то действие. Ну, например, если там зажало под лопаткой, к примеру, да, обычно терапевт спрашивает, а какое движение, действие как бы возникает, допустим. Хочется либо раскрыть, расправить грудь, да, почувствовать, там, вдохнуть полной грудью, либо, может, наоборот, там, обнять кого-то. Очень хотелось, но себе не разрешил. Сказал, что я буду это показывать, что я обняться хочу? Не покажу. Вот. И вот как бы зажала, вот, взяла, и как бы вот так и осталось. Поэтому мы вспоминаем эту ситуацию через образ, потому что, ну, логически, если бы мы сами понимали, мы давно бы уже это вспомнили. Далее проговариваем, идентифицируем чувства, дышим и создаем какое-то движение. Далее, после этого движения, ну, например, есть такое движение, да, в телесно-ориентированной терапии, если ты сильно злишься, легнуть кого-нибудь, да. Но, естественно, никого не нужно легать, это вы просто действие такое совершаете. Почему так происходит? Потому что у нас есть мозг млекопитающего, который вызывает у нас реакцию «бей», «беги», да, «притворись», «следующую», да, «замри». Вот. Чаще всего происходит история про «замри», потому что убежать мы не можем, бить мы тоже никого особо сильно не хотим, поэтому чаще всего у нас идет реакция «замри». «Замри», она и происходит в виде напряжения в теле, и у всех оно абсолютно в разном месте. И почему я говорила, что не стоит сильно опираться на лузухи? Потому что там могут быть совпадения, но чаще всего у каждого человека уникальная реакция на то или иное событие. Вот. Поэтому после того, как вы проговорили, идентифицировали, позволили себе дышать в этот момент, создали какое-то движение, да, естественно, что не в сторону человека реального, да, происходит осознание. Осознание происходит чего? Какая была у вас потребность? И опять же, как только мы осознаем, какая у вас была потребность, например, потребность защитить свои границы, да, потребность сказать, что со мной так нельзя, или потребность была в том, чтобы, ну, попросить о помощи, да, там, потребность в близости, в любви, может быть, или в безопасности, да, разные бывают потребности, да. После осознания потребности происходит что? Опять навык. Какой навык мне нужно развивать? Примерно так это и происходит. И чем больше человек сопротивляется вот этому процессу освоения нового навыка, тем, в общем-то, больше у него будет и психосоматики, и, естественно, каких-то психических, ну, не то чтобы отклонений, да, тяжелых состояний. Вот. Поэтому все у нас упирается, в общем-то, в навык. Вот. Ну, естественно, хочется сказать о профилактике, о психосоматике в том числе, да, помимо того, что как именно надо с ней работать. Тут все логично, просто вы все это знаете. Естественно, это
физические нагрузки еженедельные, естественно, это прогулки, естественно, это, там, не знаю, массажи, бани, да, чтобы вот это вот ощущение «замри», которое возникло в теле, да, чтобы оно не стало воздействовать негативно на уже суставы и органы. Ведь если замер кишечник, то это очень вредно конкретно здесь прямо и сейчас, да, что это может привести к дисбактериозу, и к запорам, и еще к чему-нибудь ужасному, да, и проблемы начнут выливаться на другие органы там, и так далее, да. Естественно, что это наличие эмоционально близких отношений. Угу. А можно вот вернуться к вашему примеру про дедушку в больнице? Да. Угу. И вот по вот этой схеме, какой это навык может родить? Ну, то есть, вот, скажем, вы запереживали, что вы не можете к нему давать, но либо сердце закололо, либо желудок заныл. И вот к чему это вот? Навык осознания, самопознания на самом деле. В первую очередь это про что? Про восприятие, что я в момент, когда это происходит, не в осознанке нахожусь, да, а я прекрасно понимаю, что сейчас я испытываю такую-то эмоцию. Просто это должно происходить мгновенно, да. Я переживаю, например, страх. Естественно, что я понимаю причину этого страха, что вот звонок, вот происходящая ситуация, да. Я включаю управление, да, этим переживанием, да. Я создаю какую-то мысль, которая мне позволяет в этой ситуации собраться, провести, например, эту лекцию, да, а потом я говорю себе о том, что я выделю на это отдельно время, поеду туда, например, да, что проверю, узнаю, как его самочувствие. Если переживаний очень много, я поговорю с кем-то из близких, уж не с дедушкой, чтобы вываливать на него это, да, а с кем-то другим. Да. И это создает навык, опять же, идентификации, да, своих эмоций, понимания причин, да, и, естественно, управления. Вот. И я осознаю, какая у меня есть потребность, что в этот момент у меня есть потребность пообщаться с кем-то из близких, да, с кем-то из близких, потому что вместе нам прожить это легче. Да. Примерно вот так. Если вы хотите какого-то конкретного списка там, навыков по названиям, я вам не дам сегодня. Да? Это в каждой ситуации абсолютно разные навыки, то есть такого списка нет. Вот. Возвращаемся к теме профилактики. Да? Еще раз. Физические нагрузки, они, понятно, всем нужны, прогулки, массажи, бани, да? Наличие эмоционально близких отношений. Кстати, это очень важная вещь. Почему? Потому что большинство людей, которые приходят, я у них спрашиваю, а вы с кем-то это можете обсудить? Они говорят, нет. Обсуждать вы с женой? Нет. А с мужем? Нет. А с родителями? Нет. А с друзьями? Ну, с друзьями как-то вот тоже темы какие-то такие. То есть как бы просто рассказать ситуацию, и если в этом ответ человек скажет, ага, понятно, и расскажет в ответ свою, этого бывает недостаточно. Да? Или мало того, человек скажет, там, не переживай, не беспокойся, да? Потому что сам не выдерживает собственных эмоций. Поэтому наличие эмоционально близких отношений тоже очень важная вещь. Да? Вот. Ну и, естественно, это медитация. Вот. Про медитацию я тоже чуть подробнее вам попозже расскажу. Так, что происходит еще важно, да, касаемо именно развития этого навыка. У нас есть стимул, да, определенный. Вот возникает стимул, какая-то ситуация. На этот стимул возникает реакция. Возникает реакция, да? Так вот, привычка у нас это уже определенная нейронная связь. Когда мы уже, не знаю, на косой взгляд человека реагируем сразу, все, он ко мне плохо относится. У нас возникает реакция, мы уже напряглись, все, и вот мы уже не очень приятном эмоциональном состоянии, да? Навык отрабатывается за счет того, что мы создаем пространство между стимулом и реакцией. Это происходит, естественно, я уж не буду сильно медицинскими терминами пользоваться, да, потому что я все-таки гуманитарий, психотерапевт, но примерно, если так сказать, да, мы для этого используем лобные доли, да, наш, естественно, неокортекс, да, который позволяет нам как раз заниматься процессом осознавания. Да, и, естественно, чтобы возникло между стимулом и нашей реакцией старой, да, вот, допустим, которая вызывает психосоматику, чтобы возникло пространство, нужно учиться, естественно, наблюдать, замедляться, замечать, как минимум давать себе какое-то место. И это как раз про медитацию, либо, опять же, про работу с психотерапевтом. Да? То есть нам нужно именно научиться создавать пространство. Есть ли у вас такой навык? Умеете ли вы так делать? Вот тут как бы такой важный вопрос. Получалось ли у вас когда-нибудь
между одним стимулом и реакцией создать другую реакцию. И это реально вот навык, да, то есть где вы можете этим заняться, как вы можете это отследить. Но это, правда, про высокий уровень осознанности. То есть если этим не заниматься, можно сказать, я не хочу этим заниматься, можно об этом не думать, то вероятность психосоматики, она очень высокая. Да? Конечно, если там заниматься регулярно спортом, все это так сходит на нет, но, к сожалению, у нас есть много заболеваний, которые мы не можем, нету, так скажем, лекарств, чтобы избежать этого заболевания, да, плюс сейчас у нас ковид, вот эта вот история, да, что все очень сильно на иммунитет влияет, то это все нас вынуждает, опять же, развивать навыки, создавать стимулы и реакции новые. Вернее, не создавать, но создавать новые реакции. Предлагаю немножечко рассказать вам о том, как происходит это в психотерапии, как развивается этот навык, как меняется реакция. Интересно? Рассказываю про это. Итак, почему вообще нужно именно с психотерапевтом это делать, да, и как вообще происходит это самоизменение и создание новых навыков? Вот смотрите, в детстве наша психика формируется, очевидный факт, да, примерно до 5-6 лет она полностью формируется, да, и формируется она в отношениях со значимыми людьми. Да? И, естественно, по логике вещей, если психика формируется в отношениях со значимыми людьми, то и трансформируется, и исцеляется она тоже со значимыми людьми. То есть, если кто-то вам что-то скажет, даже очень умное, но если человек для вас, он вам чужой, то вероятность того, что то, что он вам скажет, как-то вам в жизни поможет, очень низкая. Да? Тем более сейчас очень многие жалуются на такую историю, что прочитала много книг, я столько всего уже знаю, но все равно возникает психосоматика, все равно возникает какой-то душевный дискомфорт. Как же так? Знания есть, а вот эффекта нет. Так вот, все дело в значимости, да? Что нам важно создать с кем-то доверительные отношения. Естественно, что наши друзья могут быть этими людьми, наши, близкие мама, папа тоже могут этими быть людьми, но чаще всего они просто не знают, что с этим делать и как с этим быть. Да? Каждый отнекивается. Поэтому ответственность тут начинается с человека, что он решает, что да, я беру ответственность за свое состояние, да, я признаю, что мне в душе как-то неспокойно, или есть та же психосоматика, я хочу над этим работать. И тогда он выбирает себе человека. Да? Если родители мы не выбираем, не будем вдаваться в эзотерику и выбор души, но если родителей мы не выбираем, то психотерапевта мы себе выбрать можем. Да? Поэтому что происходит? Мы выбираем себе человека, который нам гарантирует анонимность, конфиденциальность. Да? Любой психотерапевт вам на первой встрече сразу же это поговорит. Но это создает условия для возникновения доверительных отношений между вами, но не гарантирует доверие на первой же встрече. Для того, чтобы выстроились доверительные отношения, нужно время. Время в прямом смысле слова, когда вы с человеком видитесь хотя бы раз в неделю. Да? То есть это я сейчас рассказываю, как происходит именно выстраивание психотерапевтических взаимоотношений. Клиент-терапевтических, если быть точнее. Вы выбираете себе человека, людей, которые называют себя психотерапевтами, очень много, да? Приходите на встречу с ним, опять же, появляется предпосылка к доверительным отношениям, вы договариваетесь о времени, что вы будете выделять на эту встречу еженедельно время, рассказываете о своей жизни. И что происходит сначала? Вы видите, как реагирует психотерапевт, вы видите, как он интерпретирует происходящее. Ни один психотерапевт не будет вам говорить, что делать. На самом деле, он может сказать свое личное мнение, но на самом деле задача психотерапевта это ни в коем случае не является. Потому что я очень часто слышу такую историю, что зачем тебе психотерапевту? Они начнут рассказывать, что тебе делать. Ты лучше сам, у тебя своя голова. Ни один психотерапевт не будет вам рассказывать, что делать. Задача психотерапевта создать с вами доверительные отношения, да, и поддерживать ваш психический процесс. Повышать уровень осознанности и помочь вам сформировать новые навыки и реакции. Так вот вы выбрали человека. Предпосылка для доверительных отношений есть. Вы начинаете еженедельно с ним видеться. И в какой-то момент доверие становится все больше, да, вы чаще видитесь, человек становится все более значимым в вашей жизни. Иногда бывает, что мы и с друзьями видимся раз в полгода, живя в одном городе, да, а с этим человеком мы видимся еженедельно. И что происходит? У нас начинают возникать наши старые реакции.
возникают старые реакции, но в отношениях уже с этим текучим человеком. И вот как раз психотерапевт будет делать за вас поначалу вот эту штуку, да? Он будет вас останавливать в том месте, где у вас возникла реакция, и задавать вам определенные вопросы, чтобы расширять пространство между стимулом и реакцией, да? И тогда в какой-то момент вы сначала будете осознавать, как все не очень устроено. Будете осознавать, что вот детство на меня повлияло вот так, как-то я так реагирую неправильно, я сразу проваливаюсь в чувство там уничижения, например, или я сразу начинаю злиться, и вы начинаете осознавать, что это реально так. Поначалу вам будет казаться, что, ну, это разовая ситуация, я не такой. Ну, нет, вы мне скажите, что делать просто. Дайте мне ответ, что мне делать, чтобы прям сегодня это прошло. Психотерапевт вам, естественно, этого не скажет. В какой-то момент у вас описание реакции возникают 1, 2, 3, какие-то жизненные ситуации вы приносите на сессию, 4. И в какой-то момент вы понимаете, что да, у меня есть определенный паттерн. Паттерн реагировать, да? Вы осознаете, что паттерн у вас такой есть, и он приводит к деструктивному воздействию на вас, например, в виде психосоматики. Или, например, в виде того, что вы чувствуете одиночество, неуверенность, неудовлетворенность и прочее. Вы этот паттерн, сначала вы будете впадать, как обычно происходит, то, что мы расстраиваемся. Ну как же так, вот во всем виноваты родители, вот как же так это вышло. Но ответ, почему такой паттерн сформировался, почему? Это то, на что обычно раньше тратили очень много времени психоаналитики, да? Ответ, почему оно так стало, никак вам, по сути, не поможет. Ну, то есть, если вы узнаете, что я стала вот такой, вот с таким вот паттерном, потому что там, мама со мной разговаривала вот так, а папы вообще не было или еще что-то, да, то вам в какой-то момент станет легче. Ну, это тоже эмоциональный интеллект развивается, у вас будет понимание, откуда ноги растут, да. В какой-то момент станет легче просто потому, что оно станет вам понятно. Но далее это ничего не меняет. Навыка-то нет, нового опыта-то нет. Ну, в общем-то, все. Далее. Ответив на вопрос «почему?», то есть, допустим, в гештальт подходе мы стараемся на это тратить минимальное количество времени, да, сильно про детство долго не размусоливать, да, больше, скажем, потратить времени на вопрос «как?». Как оно происходит прямо сейчас? И это снова задача психотерапевта – помочь вам отвечать на этот вопрос, потому что чаще человек спрашивает, почему я такой стал и что мне теперь с этим делать? Ну, линейное мышление, да? Вопрос как? Как так происходит, что я прямо сейчас там чувствую себя там, или уверен, или не уверен, или злюсь, или не злюсь, да? Как я считываю реакцию людей? С чего я взяла, что если они смотрят вот так, то они обязательно думают вот это? И тут появляется возможность с реальным человеком, в котором у вас взаимоотношения. Ведь терапевт тоже испытывает чувства, он тоже, как любой другой, как бы реагирует. Он может вам сказать, что вот когда ты делаешь вот так, я реагирую вот так. Но так как нету никакой цели привести куда-то, там, допустим, у психотерапевта тоже нету идеи, что если ко мне человек обратился там, не знаю, для создания отношений, то я должен сделать все, чтобы он не развелся, например. Нет такой идеи. Ну, то есть вообще нет такой цели. То есть полное как бы, отсутствие заинтересованности приведения к какому-то конкретному результату. И за счет этого, когда вы отвечаете на вопрос «как», вы понимаете, что человек вас никуда не ведет, никуда на вас не давит, ничего от вас конкретного не хочет. Он просто позволяет вам осознать вашу реакцию. И в какой-то момент вы попадаете, отвечая на вопрос «как», да, вы попадаете в точку, где вы чувствуете неопределенность. Да? Очень неприятная точка. Прям вот фу-фу-фу-фу-фу. Да? Мы все воспринимаем это как очень неприятное переживание. Мы хотим знать, что делать. Срочно, прямо сейчас. Дайте мне план действий, схему, как мне жить. Даже если вам кто-то даст ее, наверняка в книгах там написано, ну, много пишут. Если вы там чувствуете себя злым, идите там, не знаю, напишите на бумажке. Так классно. Это временно снимет симптоматику, да, вам станет полегче, но навык не разовьет. Опять же. Так вот, неопределенность – это период, когда вы понимаете, что по-старому деструктивно, вам не подходит, вы не хотите, потому что вы знаете, что это приводит вас в такое психическое состояние, которое начинает влиять уже на физику, да, создавать психосоматику, вам не подходит. А как по-новому вы не знаете, не сформировалось еще. И тут возникает масса сопротивления. И это абсолютно нормально, неопределенность и сопротивление.
Не знаю, ложусь ли я в час, друзья, я очень постараюсь. Сопротивление чему? Сопротивление. Что такое сопротивление? У нас есть два направления, два вектора, так скажем. Любой человек стремится к гомеостазу, к сохранению того, как все есть. И любой человек одновременно стремится к чему-то новому, к развитию. Да? Согласны? Есть такие два вектора. Мы хотим вроде и сохранить то, что у нас есть, но живем же как-то, жили же как-то без этого. Может, оставим все как есть. Давайте вот так все оставим, как-то сносно, тихонечко, спокойненько. Да? Пусть я там каждый день ору, то я привыкла к этому. Пусть там каждый день там на меня кричат, или там, не знаю, я все время там одиночество испытываю. Как-то вот привычно. Вот как раз сейчас медики показывают, что человек эту порыло надо сделать. Есть такие сейчас приборы, уже хотят запретить, чтобы он воевал, чтобы не чувствовал боли, чтобы он ни эмоций, ничего не испытывал, просто роботом сделать. Да, да, чувствительность делает нас людьми, правда. Поэтому отказ от чувств, он, конечно, это не наша с вами стратегия. Я думаю, все, кто здесь сегодня находится. Насилие просто идет. Да, чтобы такого не было, мы и развиваем как раз эмоциональный интеллект. Итак, сопротивление, оно абсолютно всем присуще. Мы просто хотим сохранить все как есть. Нам нужно как бы проверить, а точно ли надо тут что-то менять, а точно ли это необходимо. Почему? Потому что наш мозг – это то, что потребляет самое большое количество энергии. Он самый энергозатратный орган, да, если можно так сказать. И нейрогенез – это очень энергозатратно. Нейрогенез – это создание новых нейронных связей. Надо понимать, что паттерн – это же не только на уровне психики и ума, да, это еще и на уровне нейронных связей, да, определенная реакция, которая уже зафиксирована, эти нейронные связи покрыты уже миелином, да, они уже как бы идет реакция энергии, так скажем, да, по нервной системе по пути наименьшего сопротивления. Хоп, протоптанная дорожка, хоп, я прошел, хоп, я так уже отреагировал. Зато понятно, зато энергию тратить не надо, а энергии нам всем как бы не хватает, да. Вот, поэтому сопротивление – это нормально. Тут человек начинает опаздывать на сессии, забывает заплатить, там сразу не хочет, говорит, ой, может быть, пропустим. Это все нормально, естественно. Задача психотерапевта, вот как вот я сейчас вам это рассказываю, да, осведомить человека, что это будет. Будет, вообще в любом случае будет. Особенно если вернемся к EQ, мотивация низкая. Мотивация тоже это очень важный момент, да. Чем ниже мотивация, тем больше сопротивления. Вот. Но чаще всего та самая психосоматика является как раз нашей морковкой сзади, негативной мотивацией что-то с этим делать. Вот. Поэтому состояние неопределенности и сопротивления – это нормально. Длится оно у всех по-разному. Ну, правда, у всех по-разному. Невозможно сказать, сколько примерно. Да? Если, допустим, создание доверительных отношений, это, там, не знаю, месяца 3, пока вы все расскажете, пока все история будет лично рассказана, пока вы все обсудите, пока человек убедится, а вы точно хороший психотерапевт, а какое у вас образование, а вы точно мне поможете, а есть ли у вас примеры какие-то, еще что-то. Вот это все нормально, мы хотим знать. Мы хотим знать, стоит ли все это, этих энергозатрат. Да? Потом возникает период этой самой неопределенности, и тут тоже нужна поддержка. Да, тоже нужна поддержка. И только после этого возникает следующий, так скажем, этап, это «а как я могу по-новому?». То есть «как я могу по-новому?». Новая реакция. Вообще новой реакцией может быть сам факт того, что вы обратили на это внимание. Это уже новая реакция. Просто, что вы обратили внимание, что с вами что-то происходит, когда вам так говорят. Или с вами что-то происходит, когда на вас так смотрят. Да? Или с вами что происходит, когда там, вам задают вопрос или еще что-то. Да? Сам факт того, что вы обращаете на это внимание, это уже новая реакция. Далее вы можете за счет дополнительных вопросов осознать, а как я могу об этом узнать? А как могу ли я спросить того же сына, например, а можешь ли ты ко мне приехать на выходные? Да? Это все новая реакция. И далее вы пробуете как-то по-новому. Да? Потом вы приходите с этой историей к психотерапевту, рассказываете, вот я попробовал так по-новому, какие-то сложности, он вас поддерживает, да? Или вы ищете еще более лучшие формы, как по-другому можно отреагировать, да? Вместе. То есть он не говорит, что вот иди и скажи ему то-то. Ни в коем случае. Вы сами выбираете эту новую реакцию в зависимости от ситуации. Да? Помним про системное, да, мышление? Нет никакой правильной схемы. Вот. И когда у вас появляется новая реакция, то бишь навык, да? Вернее, даже еще это не навык, это пока только новая реакция, да? У вас появляется, естественно, новый опыт. Новый опыт еще тоже нужно принять. Многие люди делают так, что нет, это ерунда такая, это у меня просто получилось, потому что Меркурий там был в нужном месте, да, а вот это правда. Вот это правда, а вот это…
Человек еще начинает еще часто обесценивать эту новую реакцию, новый опыт. Такое тоже бывает, да. И это тоже же задача психотерапевта помочь ему осознать, что вообще-то это реальный новый опыт. Смотри, люди там тебе говорят там такую обратную связь, или, например, смотри, например, там мама стала по-другому с тобой разговаривать, или смотри, или еще что-то, да, разные моменты. И, естественно, происходит ассимиляция, переваривание, усвоение и значимого нового опыта. То есть этот новый опыт, новый паттерн, ну, так скажем, это уже новым паттерном даже не назовем, это новый опыт, да, потому что мы не пытаемся сохранить вот и зафиксировать все, теперь я делаю всегда только вот так. Вот этот вот очень важный момент. Мы не пытаемся это зафиксировать. Мы стараемся создать навык. То есть вот это все будет навыком. Навык трансформации. Транс сквозь форму. Да? И вот таким образом он примерно и развивается. И примерно на все это дело тратится обычно год. Честно, если получится быстрее, вообще прекрасно. Ни у одного психотерапевта нет идеи держать вас возле себя, потому что сейчас, ну, на самом деле, полная запись, например, да, это очень сейчас, ну, популярно, все больше людей обращаются к психотерапевтам, да, поэтому, если получится быстрее, то да, но лучше настраиваться примерно на год, пока вы, ну, доверительные отношения, пока вы расскажете. Это примерно там 40-50 часов. На одну связь? Да, нужно создавать, конечно, ну, как бы, будем На честными. один паттерн? Нет, конечно, не на один. У вас таких реакций может быть много, но чаще всего у нас есть такая ядерная травма. Давайте тоже про это немножечко расскажу. Психотерапию можно разделить на 3 части. Человек находится в состоянии минус, в состоянии 0 и в состоянии плюс. То есть минус, когда у вас уже есть, естественно, травмы, да. Травма – это какой-то настолько зафиксированный паттерн, что вы просто вот хотели бы от него уже уйти, вы уже все понимаете про него, вы уже все про него знаете, но вот ну никак, он на вас включается и включается, да, прям какая-то травмирующая ситуация была. Они бывают детские, а бывают взрослые, да, когда уже во взрослом возрасте получены. Это любые кризисы. Человек находится в нервном истощении, сил уже нет, и тогда ему просто нужен и психиатр, возможно, да, и психотерапевт. Далее, человек находится, допустим, в состоянии 0, он живет сносно. Ну, сносно. Вот он ходит на работу, получает зарплату, он ездит раз в год там отдыхать, например. В целом все более-менее, как бы, ну, там бывает немножко психосоматики, ну, такая не страшная, не серьезная, да. В целом все сносно, нормально. И не хочет ничего в своей жизни менять. Конечно, такой человек тоже может обратиться, да, для того, чтобы улучшить свою жизнь, да, так скажем, эту неудовлетворенность, да, ее заменить на чувство удовлетворенности, да. А есть люди, которые чувствуют себя прекрасно, но они интересны сами себе. Ну, то есть, если мы хотим, чтобы мы были интересны другим, то было бы здорово, если бы мы были интересны сами себе, да. Как мы устроены, о чем мы думаем обычно, да, как это, ну, вообще все происходит. Поэтому это вот идея о том, что психотерапия нужна людям только, которые находятся в состоянии, ну, после травмы, да, когда уже есть явные проявления, да, когда кризис есть, когда человек себя ведет неадекватно уже, там, не знаю, абьюз, газлайтинг, еще что-то, да, или там депрессия ярко выраженная. Это понятно, что им нужна помощь, в любом случае. Но и всем этим людям тоже. Просто это в этом случае становится уже роскошью. Ну, знаете, как можно ходить на спа, можно не ходить. Да? Можно как бы ходить на тренинги, там, не знаю, ходить на какие-нибудь брать обучение, можно не брать. В принципе, жить можно. Ну, как бы ничего страшного не случится. Но в целом это происходит примерно вот так. Это называется социальные условия. Да, да. Вот, поэтому в любом случае это будет оказывать позитивный эффект. То есть примерно, вот я не знаю, разные бывают психотерапевты, но в среднем это по сути там, ну, не знаю, ну 100 тысяч в год получается. Год это примерно, там, не знаю, 100 тысяч рублей на себя, на свою психику, на свое здоровье. Большая ли эта сумма? Ну, непонятно. Учитывая, что вы каждую неделю разбиваете эту сумму, кажется, что вроде посильная вполне. Учитывая, что значимость развития собственной психики, собственное здоровье, она, естественно, имеет место быть. Вот. Далее. Расскажу, наверное, немного про йогу, да, как вообще все это про йогу вписывается, и на этом будем, наверное, завершать. Вот это самое да? интересное.
Да, про йогу самое интересное. Чего смотрите? Ядерная травма – это когда вы травмы даже уже еще неосознанного возраста, когда ребенок еще даже не мог говорить, по сути, не мог даже сказать, да. Да, кстати, хорошо, что вы об этом спросили. Я еще хотела бы вам одну важную вещь, пока мы не перешли к йоге, последнюю, да, сказать про незрелую личность и целостную личность. Да? Вот представьте, что просто я пытаюсь образами, так будет легче воспринять. А представьте, что незрелая личность, это имеется в виду та, у которой вот есть вот такие деструктивные паттерны, человек, который плохо себя знает, у которого низкий EQ, так скажем, да? Она выглядит примерно вот так, как-то вот такими пробоинами, вот так примерно она выглядит, да? И человек думает, что я вот такой-то, и тут приведен набор характеристик, самоидентификация, да? А огромные куски себя у него неизвестны, так называемые теневые стороны личности, да? И мы вступаем в отношения с кем-то, у кого есть, допустим, такой вот какой-то кусочек, мы его в себе не осознаем, но проецируем этот кусочек на другого человека. По сути, в этих отношениях мы можем развить тот самый навык с помощью отношений, не только с психотерапевтом, но и с другими людьми, да? То есть мы можем этот навык там развивать, потому что мы как бы достраиваем свою личность, присваивая себе, что я так тоже могу. Да? И вот постепенно с помощью любых отношений мы достраиваем какие-то кусочки себя, что мы можем быть такими. Да? И в какой-то момент человек становится целостной личностью. И как этот процесс происходит? Он делится, по сути, на две части. Это признание плюс принятие. Та самая любовь к себе. Ну, вот на психотерапии мы про это сейчас пару слов и уже к йоге перейдем. То есть человеку нужно признать, что у него есть проблема, например, через психосоматику, например, через то, что я плохо сплю, бессонница у меня есть, например, там, я злюсь, да. Ну, видели, да, людей, которые говорят, я не злюсь, вам кажется, как бы вам кажется, да. Ну, мы так реагируем, смотрим, что человек неосознанный, да. Да, так тоже может быть, да. Поэтому человек, когда признается, что я признаю, что у меня есть злость, далее включается что? Либо сопротивление, либо принятие. Принятие – это тоже искусство, да? Принятие – это и есть любовь. Принятие – это когда я принимаю ту злость, которая внутри меня уже возникла. То есть это и есть процесс проживания, про который я говорила. Просто разными словами пытаюсь как бы это объяснить, да? Что принимая что-то, у нас у многих есть идея, что если мы принимаем, значит так останется. То есть если я приму, что сейчас я злой, или там я злая, да, то как будто я такой останусь, и я навсегда запечатлю это вот здесь. Я злой человек. Да? Это вообще в корне не так. И вот это все и есть процесс трансформации, да, который я до этого описывала, навык. Когда вы признаете, берете ответственность, например, там, не знаю, алкоголику нужно признать, что он алкоголик, тогда он окажется в реабилитации, да, начнет принимать помощь какую-то. Признать, что у меня есть, там, не знаю, проблемы там, не знаю, со сном, да, и тогда я принимаю себя. И нужно начать принимать того человека, который сейчас, то есть тем человеком, которым вы сейчас являетесь, с теми чувствами, которые у вас есть сейчас. И это любовь. То есть сейчас вот очень по психологии популярно полюби себя. Полюбить себя – это не значит купить себе новую сумку, сходить на массаж и выделить время для отпуска, наконец, уже. Да? Это как бы сказать, это то, как себя могут вести люди, которые себя любят. Но если человек, который себя не любит, просто возьмет эти, так скажем, методы и начнет просто примерить на себя, от этого он любить себя не начнет. Да? Любить мы начинаем себя именно в момент, когда мы признаем и начинаем принимать то, что есть прямо сейчас. Потому что принятие – это когда мы видим, как оно есть. Ну, это сложно на самом деле. С одной стороны, кажется просто, да, полюби себя. Это сложно, это процесс трансформации через любовь. Да? Принятие просто это и есть любовь. Просто это слово, его так обычно применяют вроде как любовь, это когда вот мне человек нравится, я его головой выбрал, чувствую к нему там любовь, и тело мое хочет его. Вот это любовь, да? А ну, на самом деле любовь может распространяться и на там, любовь к ребенку, к маме, к папе, к человеку просто, да, к людям в целом, в конце концов, да? И это реальное искусство. Поэтому, если так коротко сказать, что психотерапия – это, по сути, научение любви, научение принятию. Вот. И это самое принятие создает эту вот целостность, и я так подвожу уже к йоге, что когда человек становится целостной личностью, то тогда человек не нужны больше эти границы, он может их
растворять. И это то самое состояние, к которому мы стремимся в йоге. Йога переводится с санскрита как единение, единство. Это понимание того, что все едино. Да? Это потому что уходите от энергии, переходите на альфа, это самое основное. Не очень поняла, про что вы. Ну, давайте мы, чтобы время не задерживать, да, я расскажу уже про эту тему, да. То есть, когда человек постраивает собственную личность, то есть он присваивает себе разные части себя, становится целостным, тогда ему не нужно держаться за это «я». Он может его растворять, да, чувствовать себя единым со всем, да, принимать в себя абсолютно все, и тогда у него начинается тот самый процесс созидания, создания и творчества. Значит, что в йоге для этого делается, да? Мы, естественно, занимаемся медитацией. Медитация – это и есть, опять же, по сути, умение со всем этим разбираться. Поэтому медитация переводится как размышление. Раз и мысль. То есть мы не просто хаотично обо всем подряд думаем. У нас есть разумное мышление, когда мы разумно позволяем себе отследить ощущения в теле в медитации. Мы себе позволяем в медитации отследить те чувства, которые мы испытываем, да, размышляя об этом, да, осознавая свое состояние, чтобы потом в итоге заниматься чем? Опять же, трансформацией. Да. Есть такое направление трансперсональная психология, да, это сквозь личность происходит изменение. Вот. Поэтому йогу можно использовать как и физическую нагрузку, да, чтобы не было психосоматики, опять же, да, с напряжением работать. Потому что здоровые мышцы – это мышцы, которые одновременно могут растягиваться хорошо, напрягаться и расслабляться, а это там все присутствует. Но вы можете заниматься любой другой практикой, пилатес, там, не знаю, бег, все, что хотите, бассейн, это все можно выбирать. Далее, естественно, что когда мы занимаемся телом, у нас могут возникнуть вопросы к своему, опять же, психическому состоянию, но раньше, если это был гуру, с которым можно было поговорить, с ним были созданы отношения, то сейчас тренер по йоге провел тренировку, в общем-то, и вы ушли домой. В общем-то, на этом все закончилось чаще всего, да. Поэтому отношения нужно создавать где-то отдельно, опять же, на психотерапии, например. Вот. И в связи с этим, учитывая, что как бы столько направлений, вот психотерапия, йога, психосоматика, вот это все, я предлагаю вам как бы подытожить все это чем? Что у нас есть ум, тело и психика, да. И со всем этим нужно работать по отдельности. Да? Либо выбрать какую-то практику, в которой присутствует это все. Вы можете с умом работать через медитацию самостоятельно, да? Или с кем-то. Вы можете с телом работать через любые физические нагрузки. Пожалуйста, любые физнагрузки. Да? Это, естественно, и здоровый сон, и все остальное тоже должно быть. И в психике у вас должно быть через отношения. Прекрасно, если у вас есть отношения с близким человеком, с которым вы можете все это обсуждать. Это в любом случае позволяет вам развивать навыки. То есть мы исцеляемся в здоровых отношениях. Но если отношения нездоровые, там, с партнером, с партнершей, то исцеление не происходит. Происходит просто проматывание тех же самых паттернов и, опять же, выход в ту самую психосоматику. Поэтому, например, я придумала такую историю про как психодиагностика пути. Это когда мы работаем с психикой, умом и с телом. Да? Это 3 встречи, на которые я по очереди задаю вам вопросы про то, как вы обходитесь со своим телом, да? Какие у вас есть телесные ритуалы. Это то, как вы мыслите, ваши приоритеты, ваши жизненные ценности, во что вы верите. Да? И это тело, как вы спите, как вы едите. Вот это все вместе, потому что иначе все становится разрозненным, нужно как будто бы собрать все воедино, да? Относительно всех 3 направлений. И, так скажем, проведя тестирование по всем 3 направлениям, появляется список того, что рекомендации, как вам обходиться, опять же, с телом, да, какие вам важно сделать прямо сейчас, на что нужно сделать упор, например, там, не знаю, на сон. Человек, например, думает, что у него депрессия, да, а у него просто, например, витамина D не хватает. Или наоборот, у него, например, там, не знаю, хочет поддержки, а вместо этого начинает работу срочно себе новую искать. Там разные могут быть, перепутать все это можно, да. Поэтому хорошо бы в идеале пройти просто
психодиагностику. Либо самостоятельно разобрать, а что я делаю, чтобы развивать свой ум, а во что я верю, какие у меня установки, паттерны, да, естественно, с телом. Ну и питание там, да, тело. В тело сюда входит сон, питание, абсолютно все. Да? То есть я просто помогаю вам с помощью такой психодиагностики разобрать, что реально сейчас требует вашего времени, вашего внимания. Да? И уже после такой психодиагностики вы уже для себя определяете, что я хочу заняться, допустим, для психики у меня такие-то задачи, развить такие-то навыки, закрыть такие-то гештальты. Про гештальт надо отдельно рассказать, что такое закрыть гештальт? Не надо? Понятно, да? Ну, в общем-то, гештальт — это форма, да? Точно так же завершить ту самую форму, которую я здесь рисовала, да? Просто есть форма целостная про личность, а есть еще форма ситуаций разных, да? Вообще, в принципе, любая эмоция — это энергия, которая приняла определенную форму. Допустим, есть такие медитативные практики, в которых есть такие медитативные практики, где мы учимся трансформировать с помощью ума, да, любую эмоцию, да, через осознание того, что все едино, все одна единая субстанция. Как если бы все было жидким золотом, можно из золота корону сделать, а можно из золота, я не знаю, дубинку сделать, ну не знаю, к примеру, да. Это будут абсолютно разные предметы, которые несут абсолютно разные функции, но субстанция-то одна. Вот, поэтому именно разобрав по 3 этим направлениям, можно развивать эти навыки, да, создавать новый опыт по четкому уже пониманию, что я нахожусь в таком-то состоянии, потому что, помните, да, все начинается с признания. Как только вы это признали, вы начинаете процесс исцеления себя через принятие. Примерно как-то вот так. Если есть вопросы, да, вот как-то, вы можете задавать. А вот нутрициология появилась, такое направление. Это вот все сюда же? Нутрициология, вообще это все тоже сюда же можно отнести, то есть к телу, да, где мы с вами. То есть если вы проходили когда-либо любые тесты, неважно, соционика, таро, гороскопы, вот это все, у вас есть какие-то знания о себе, да, о своей личности, вот они вот здесь, да, важно их достраивать, да, и видеть свою личность целиком, иметь возможность, использовать эти знания, не просто ими обрастать, а именно принимать в себе что-то, да. И естественно, что вы можете принести, например, на такую диагностику или сами ее пройти. То есть у меня есть вариант онлайн такой диагностики, да. Вы можете пройти эту диагностику либо самостоятельно по аудиозаписям, да, и для себя определить, в каком состоянии вы сейчас находитесь, потому что все начинается с признания. Да, если вы здесь есть, значит, вы собой заниматься хотите, значит, просто нужно начать с того, чтобы признать, что есть такие-то проявления психосоматические, например, есть сложности с определением собственных эмоций, да, и тогда это нужно развивать. Важно понять причину возникновения тех или иных ваших эмоций, да, и вы все это можете сделать либо самостоятельно, либо обратившись к специалисту. Также я набираю группу, да, группу по психодиагностике, где там будет 3 встречи в групповом формате, где я буду все это рассказывать, и будет возможность всем вместе пройти как раз по 3 блокам и выявить, какие именно навыки, да, нужно развивать именно вам, да. Попробовать в присутствии этих людей, в отношениях, в групповом формате, да, в отношениях, в том числе там, со мной и с участниками, да, попробовать создать новые реакции. Все это делается через отношения с людьми. В Инстаграме только, да? ВКонтакте вас нет? ВКонтакте тоже есть, там все эти ссылки тоже есть, да, Регина Куликина. Поэтому, если надумаете на психодиагностику, есть вариант еще раз самостоятельно, да, по аудиозаписям, в групповом формате, либо индивидуально. Вот, надеюсь, что по поводу EQ понятно стало, что это такое, что такое психоматика, как она возникает. Тоже тему раскрыли. Про йогу я сильно не стала углубляться, но это, конечно, мне кажется, для отдельной лекции, да, тем, потому что, так скажем, еще добавлю очень интересную информацию про пирамиду Маслоу, наверное, все слышали, да, про вот эти вот самые потребности. Так вот, как раз вот EQ позволяет нам эти потребности выявлять, да, у нас есть базовые потребности физиологические, да, потребности в безопасности, социальные потребности в общении, есть потребности в признании, потом есть потребности, естественно, в самореализации, потом идут духовные потребности. Но вот про пик никто не говорит обычно, да, все обычно останавливаются на
Я, кстати, выложила ее тоже в сторис, эту пирамиду масла, можете открыть, я специально перед лекцией это сделала, что пиковое переживание тоже возможно. На самом деле это очень интересный путь, начать изучать себя, да, осознавать, что происходит с вами, создавать новые реакции, да, ну, обрести этот навык трансформации. Потому что есть такое понимание, как пиковое переживание, или в йоге это называется просветление, да, пробуждение. В психотерапии это называется пиковое переживание. Сам Абрахам Маслоу тоже о нем писал, исследовал. Это такой эпогей самоактуализирующейся психики, когда человек не просто достраивает свою личность, не просто осознает, что он обладает свободой воли менять реакцию, менять отношение к происходящему, но он еще может и созидать, да, не только полюбить себя, но и через принятие, так скажем, созидательно оказывать, так скажем, позитивное влияние на окружающее пространство через свое восприятие. И это переживание сопровождается чувством тотального счастья, да, любви. И это реально возможно. Просто мне бы хотелось как-то донести такую мысль, что просветление, оно не где-то там, оно не где-то далеко. Это возможно достичь, развивая именно свои психические способности, навык трансформации, через осознание того, кто вы есть. Вот, как-то примерно вот так. Если вопросы есть, спрашивайте. Какая-то лекция, возможно, еще будет. Вот, следите за новостями. Да. Если вам понравилось, я буду очень признательна, если вы оставите какие-то отзывы или пожелания. Да. Если кто-то хочет записаться на психодиагностику сегодня, вот для всех присутствующих будет скидка. Обычно психодиагностика стоит лично со мной 3 встречи 18 тысяч, а сегодня она будет для вас 15. Вот. А групповой либо формат аудио, он на сайте есть, там тоже будет для вас скидка 10%, что на групповой вариант, что на индивидуальный, по записи. Еще можно минуточку внимания? Конечно. Дорогие друзья, мы есть ВКонтакте, в Инстаграме, поэтому ваши отзывы, комментарии, предложения, может, кто-то захочет какие-то платные курсы проходить, мы с Региной обязательно обсудим, так что подписывайтесь, пишите На нам. вашей базе имеется в виду? Или- Ну, в том числе. да, здесь мы все равно по порядок. запросу, я думаю, будем работать. Да, то есть если вам интересна тема медитации, она, конечно, очень глубокая, очень интересная. Вот, но чтобы в нее вникнуть, чтобы медитировать, нужно понимать зачем. То есть должна быть собственная мотивация, понимание, как это работает, потому что иначе все это закончится тем, что и все. И на этом все закончилось. Да? То есть просто быть в признании, осознать. Потому что у нас есть сознание, совместное знание, да, чтобы созидать, в общем-то, создавать, созидать. И вот эта самая неопределенность, которую мы, кстати, научаемся выдерживать, да, на таких сессиях, позволяет нам творить, творчество, потому что именно системное мышление поддерживает наши творческие способности. Вот. Поэтому, если у вас есть пожелания на тему медитации, йоги, психотерапии, про гештальт больше хотели бы узнать, все это возможно. Пишите, оставляйте свои отзывы. Если вопросов нет, то большое Спасибо спасибо. вам за психологическую